Клиники Северо-Восточного федерального университета начали брать анализ крови на антитела COVID-19 двух классов М и G. Тестирование может пройти любой желающий. Где еще можно сдать анализы, сколько стоит и насколько достоверно, узнавала Ульяна Шагина. Будет немножко неприятно. На кадрах пациент сдает ПЦР-тестирование на коронавирус. Полимерная цепная реакция – метод, который позволяет выявить присутствие COVID-19 в вашем организме. Обычно такой метод посредством взятия мазка из носа и ротоглотки применяется в больницах, а также тогда, когда вы уже с симптомами ОРВИ вызываете врача на дом. Кроме того, существует еще два вида анализов – ИФА – иммуноферментный анализ, его делают только в лаборатории, и ИХА – иммунохроматографический анализ. Это тест-полоска или кассета, на которую наносят каплю крови. Все эти три вида анализов сегодня можно сдать в Республиканской клинической больнице номер 3. Достоверность этого анализа, иммуноферментного анализа, примерно 70%. ИХА-диагностика, достоверность ниже. Но скорость быстрее. ПЦР-анализ, достоверность менее 90%. У вас есть всегда выбор, где вы можете сдать. Готовность будет зависеть не только от вида выбранного теста, но и от количества желающих. Обычно от 1 до нескольких дней. Нужно понимать, что сама процедура забора анализа, а далее и лабораторного исследования каждого из них – процедура сложная. Республика сегодня делает все возможное, чтобы сократить это время. Что касается анализов, постараемся, чтобы они уже быстрились, и как можно быстрее люди получали свой результат. Но необходимо обратить внимание для того, чтобы все понимали, сама по себе процедура, очень часто задают вопрос, почему же так долго делается анализ, потому что сама по себе процедура занимает от 4 до 7 часов. Начиная от, соответственно, переодевания наших лаборантов, наверное, тоже один из самых тяжелейших трудов, и заканчивая непосредственно уже выходом, в том числе из лаборатории. К примеру, в Якутске сегодня ИФА-тест делают не только в государственных поликлиниках, но и в частных. Медлайн одна из первых начала проводить подобный иммуноферментный анализ на наличие вируса. ИФА-тест – это анализ крови, причем сразу берется два класса – М и G. Иммуноглобулин G показывает, человек переболел или нет. Иммуноглобулин М показывает острый процесс. Если положительный анализ, то для подтверждения направляем на ПЦР, Роспотребнадзор. За собственное спокойствие, конечно же, придется заплатить. Цена за все три вида анализов варьируется в пределах 1500. ИФА-скрининг уже стал довольно популярен. Среди горожан примерно 200 человек приходят только в одну клинику ежедневно для того, чтобы убедиться, есть ли в их организме антитела к коронавирусу. Запись идет на 2 недели вперед. Причем нужно учитывать, что COVID-19 до сих пор до конца не изучен. И нет никакой гарантии, что если даже у вас выявят эти самые антитела, вы не заболеете повторно. ИФА-тестирование теперь появилось и в клинике СВФУ. Условия для приема населения для всех клиник одинаковые и предельно строги. Главная задача – предостеречь людей от заражения. Забор крови у нас в клинике проводится в специально отведенном месте с отдельным входом. После каждого пациента процедурно дезинфицируется. В Москве массовое тестирование горожан на антитела началось еще в середине мая. Такие данные в динамике позволят выявить общую картину так называемого популяционного иммунитета. Увидеть, сколько человек уже переболело и какой сформирован коллективный иммунитет. В Якутске такой метод только начинает набирать популярность, но в ближайшее время появится во всех районах. Ульяна Шагина, Владимир Борисов, Якутск.